Таджикские эксперты бьют тревогу. Такого шокирующего падения империи еще не было. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого нового. Под конец февраля курс рубля показывает шокирующие низкие значения по отношению к национальной валюте Таджикистана. Национальный банк Таджикистана устанавливает ежедневный курс иностранной валюты с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины. Рекордный обвал курса рубля со времен дефолта 1998 года, а на табло обменников валют трехзначные числа. Доллар на московской бирже 28 февраля достигал 109 рублей, евро – 122. К пунктам обмена валюты в Москве потянулись и те, кто хотел продать валюту по новому курсу, и те, кто хотел приобрести хотя бы по такому, не исключая дальнейшего падения национальной валюты. Так, согласно курсу Нацбанка, 28 февраля рубль опустился до отметки 136 самани за 1000 рублей. По сравнению с прошлой неделей, официальный регулятор смог реабилитировать российскую валюту на несколько показателей, подняв ее со 133 самани. Тем временем в других банках и кредитных организациях Таджикистана рубль преодолел критическую минимальную отметку. Например, сейчас в Алиф-банке значение установилось на показателе в 100 самани за 1000 рублей, а продажа на уровне 136 самани. Как вы относитесь к такому резкому падению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Ориент-банке покупка российских денег еще ниже – 98 самани за 1000 рублей. А вот продажа по 140 самани за аналогичную сумму. В Спитамен-банке и Амонта-банке 1000 рублей держится на отметке в 136 и 133 самани соответственно. Что касается курса американца в республике, то он, как и прежде, на уровне 11,30 самани за $1. Европейская валюта в режиме плавающего регулирования на отметке в 12,67 самани за евро. Напомним, в Таджикистане запрещены любые операции по валютному обмену за пределами филиалов, офисов, центров обслуживания банков, а также банкоматах и терминалах страны. Нарушение ведет к административной и уголовной ответственности. Вся очередь идет. Это очередь к терминалу Тинькофф банка. Еще 24 февраля в его банкоматах в середине рабочего дня заканчивалась валюта, сообщало издание «База». Через поддержку в приложении клиентов переадресовывали на единичные точки в разных районах города, где еще оставалась валюта. 25 февраля, по данным Центробанка, оборот наличных в России увеличился на рекордные 1 триллион 390 миллиардов рублей, а перебои с наличными продолжились и в понедельник. Так давайте же вместе теперь рассудим, стоила ли российская агрессия того, что сейчас происходит. Множество человеческих жертв, разрушенные дома в Украине и падение экономики во многих странах мира. Как вам такое? Свои ответы и мнения по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Не пора бы нам избавляться от диктаторов. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!